В эфире программа «Актуальное интервью», в студии Марфирина Алексеева. Здравствуйте. На научно-экспертном форуме «Арктика. Территория стратегических исследований» акционерная компания «Железные дороги Якутии» представила масштабный проект создания северо-восточного международного транспортного коридора. О перспективных проектах компании мы сегодня и поговорим. Гость у нас в студии Алексей Местников, заместитель генерального директора, руководитель представительства акционерной компании «Железные дороги Якутии» в Якутске. Алексей Александрович, здравствуйте. Добрый день. На какое время рассчитана реализация такого масштабного проекта, как создание северо-восточного коридора, да? И какие ключевые вехи можно обозначить уже сегодня? Вы знаете, на крайнем Восточно-экономическом форуме во Владивостоке очень много внимания было уделено трансарктическому транспортному коридору, в состав которого входит Северный морской путь. И президент страны Владимир Владимирович Путин отметил, что надо рассматривать не только сам Северный морской путь, но и прилегающие территории, их возможности. Поэтому мы считаем, что северо-восточный транспортный коридор, о котором мы говорим, он является частью этого трансарктического транспортного коридора. Мы видим его реализацию в двух направлениях. Это выход на Китай через международный транспортный переход Джалинда-Махе, который находится в Амурской области, и строительство новой железной дороги Нижний Бестях-Магадан. Что касается перехода Джалинда-Махе, то наша компания уже занимается объектом в плане реконструкции железной дороги на участке Сковородино-Руиново. Мы взяли участок в аренду на длительный срок и занимаемся реконструкцией. Кроме этого, в пункт пропуска частный инвестор занимается его строительством. И уже в следующем году мы планируем начать перевозки в направлении Китая. А что касается реконструкции, то по договору с ОРЖД мы должны завершить его в 2027 году. Проект Нижний Бестях-Магадан. Институтом экономики и развития транспорта в 2021 году было выполнено предварительное технико-экономическое обоснование по заказу ОРЖД с экспедицией. По результатам этой работы, и по нашему мнению, проект должен быть реализован в 3 этапа. Это первый этап от Нижнего Бестяха до поселка Хандага со строительством моста через реку Алдан. Второй этап — это от Хандаги до Сусумана, Магаданской области. И третьим завершающим этапом — это строительство железной дороги от Сусумана до Магаданского торгового порта. В соответствии с нашим опытом достройки ТАМОТ Нижний Бестях, и, конечно же, в соответствии с этой работой Института экономики и развития транспорта, срок строительства они оценивают в 19 лет, это если последовательно, поэтапно строить до Магадана. А если же строить встречно, то есть со стороны Якутии и Магаданской области, то сроки строительства будут составлять 12 лет. Мы сейчас акцентируем свое внимание именно на первом этапе. Это строительство железной дороги 375 километров до Хандаги со строительством совмещенного автомобильно-железнодорожного моста через реку Алдан и Амга. И видим, следующие сроки — это 2 года проектно-изыскательские работы, на 3-й год разработка рабочей документации и начало строительства. Сами сроки строительства мы видим где-то в течение 3 лет. Это где-то получается 5 лет реализации первого этапа. О всем, что вы сказали, сейчас немножко, думаю, стоит остановиться поконкретнее, поэтапно рассказать. Давайте вернемся к проекту Джалинда-Махе. И какова основная стратегическая задача как для компании вашей, так и для Якутии в целом? Новый трансграничный переход откроет наиболее короткий выход на Китай. Если оценивать по расстояниям, то это с Якутска 1300 километров до границы с Китаем, а от границы Якутии это где-то 250 километров. То есть у наших промышленных компаний появляется возможность нормальной логистики, именно выхода на экспорта ихней продукции на китайский рынок.
Значит, на сегодняшний день хотелось бы отметить, что восточный полигон, это Трансип и БАМ, они перегружены в связи с тем, что вся страна повернулась на восток. Вот. Ну и мы, Якутия, очень сильно ограничены в экспорте наших углей. Соответственно, для нас это будет являться панацеей для того, чтобы развить экспортный потенциал. Ну и, конечно, бы хотелось отметить, что по мере налаживания логистики, налаживания, так сказать, связей с Китаем по этому погранпункту, конечно же, появится импорт. Вот многие сейчас говорят, что население у нас 1 миллион всего, да о каком импорте может идти речь. Но тем не менее импорт со стороны Китая идет, он идет различными путями, и логистика, вот поверьте мне, она очень дорогая. А тут появляется возможность недорогой логистики, сокращаются пути доставки товаров. Ну и хотелось бы отметить, что надо рассматривать и туризм сам тоже, что вот в будущем все равно появится возможность туристического потенциала по данному погранпереходу. Ну вот как вы считаете, какие именно товары и направления будут более приоритетными, так скажем, при запуске? Ну, если немножко можно рассказать о перспективе на 5-10 лет. Ну, вы знаете, на первые года эксплуатации мы видим, значит, объемы грузов до 3 миллионов тонн. На первом этапе мы, конечно же, планируем совместно вот с инвестором, который строит сам пункт пропуска, значит, переваливать груза по понтонной переправе через реку Амур в объеме, о котором я сказал. Это, конечно же, якутские угли, это железная руда, лес, сжиженный природный газ. Ну и хотелось бы отметить то, что рынок на самом деле есть на северо-востоке Китая. Значит, на сегодняшний день у них дефицит именно энергетических углей в 3 провинциях, которые лежат рядом, находятся рядом с этим пунктом пропуска, 30 миллионов тонн. Поэтому рынок есть. А какие вы источники финансирования рассматриваете? Значит, реконструкцию железной дороги мы проводим за счет своей инвестиционной программы, но тем не менее, значит, уверены в том, что республика нас поддержит, ну и также инвестирует часть средств для реконструкции данной железной дороги. А строительство самого пункта пропуска им занимается частный инвестор. Вот что касается дороги Нижняя Бестях-Магадан, да, что уже сделано, какие решения готовы и какие доработки еще требуются? Что касается железной дороги до Магадана, значит, советом директоров компании определены основные, значит, направления, по которым мы движемся. Создан проектный офис, значит, выполнена нашей проектной группой нашей компании предварительная трассировка железной дороги до Хандыги. Значит, поданы заявки, значит, для резервирования земельных участков. Вот. Ну и хотелось бы отметить, что в сентябре этого года проведено совещание Министерства транспорта Российской Федерации, где отмечена целесообразность строительства железной дороги и автодороги Колыма в одном коридоре, то есть параллельного развития. Вот. Я говорю именно в отношении строительства мостового перехода в районе поселка Хандыга. Вот, потому что река Алдан, она вот по этой трассе является основным водным барьером. Вот. Ну и есть серьезные ограничения по северному завозу, по транспортировке продукции промышленных компаний. Ну и, соответственно, мы уже, так сказать, предварительно занимаемся этим объектом, и нам необходима поддержка нашей инициативы со стороны федерального центра. Ну и мы готовы уже приступить к проектированию мостового перехода и подходов уже в текущем году. Какой грузопоток ожидается, да, и вот социально-экономические эффекты, также вообще, от этой дороги что мы можем взять, что видится? Ну, по грузопотоку, что касается перехода Джилинда-Маха, я сказал, это на первом этапе это до 3 миллионов тонн груза, но при строительстве совмещенного мостового перехода через реку Амур, ну и, соответственно, развитие прилегающей инфраструктуры, железнодорожной и автомобильной, мы рассматриваем груза до 10 миллионов тонн через этот погранпереход. Железная дорога Нижний Бестях-Магадан. Институтом экономики и развития транспорта, значит, выполнена оценка, что на 10-й год эксплуатации грузопоток может составить до 20 миллионов тонн грузов. Что касается эффектов,
Ну, про Джалинду Махе я сказал. Значит, про Нижний Бестях, Магадан, да, там самой к трассе железной дороги тяготеют 140 рудопроявлений, месторождений. Вот. И есть возможность развить уже действующие, значит, промышленные компании и новые, так сказать, инвестпроекты. Недавно, значит, мы встречались с руководством Магаданской области, принято решение о создании совместной рабочей группы по реализации этого проекта. Ну и видим, что есть возможность, значит, освоения территорий, ну и, соответственно, привлечения для этого строительства различных инвесторов. Как думаете, вот, как быстро проект окупится? Ну, я бы хотел привести пример Тихоокеанской железной дороги. Да? Они оценивают то, что вот с выходом, так сказать, на максимальную мощность 30 миллионов тонн угля, они видят окупаемость 7 лет. Они построили 500 километров железной дороги. Вот. Так вот, железная дорога Нижний Бестях-Магадана составляет около 1650 километров. Да? Вот. Ну и считаем, что где-то через 20 лет, через 30, ну, дорога окупится. Хотел бы отметить еще, что вот после строительства Транссиба-Айбама дорога начала приносить свои плоды только по истечении 10-15 лет. Вот, поэтому тут надо с таким дальним прогнозом смотреть. Ну, железная дорога, она приходит, как говорится, на 100 лет, на многие поколения, поэтому она может давать, как говорится, свои плоды для нескольких поколений, для развития экономики. Ну а через какое время вот ваша компания видит себя как ключевого игрока в транспортной системе Северо-Востока России? Ну, я уже озвучил, да, то, что вот эти вот проекты являются для нас очень важными. Ну и, соответственно, при реализации этих проектов мы видим себя, что мы могли бы стать именно, значит, ключевым, так сказать, застройщиком этих объектов. Ну и, соответственно, могли бы эксплуатировать все это дело, ну, все это хозяйство. Вот. Хотел бы еще отметить, что на сегодняшний день наша железная дорога же, она как бы тупиковая, приходит на Нижний Бестях и все, как бы, да, дальше груза расходятся. Так не должно быть. Все должно иметь какое-то логическое, как говорится, примыкание. Вот, должен быть какой-то серьезный транспортный хаб. Железная дорога должна примыкать к какому-нибудь пограничному переходу, как Джалинда-Махе, и к морскому порту, как торговый порт на Магадане. Ну что ж, Алексей Александрович, спасибо, что вы уделили время и ответили на наши вопросы. Это была программа «Актуальное интервью». До встречи в эфире.